Сой Қырымның реңке қойы, чағанасыз әжел тойы, өзіне башташ олып қатып қалған баба койы. Жам керамет парчалары, қатқан көзяш тамшылары, соқыр құю, эке дерек, ве первасыз яқын эрек. Писать на крымско-татарском. Любимое хобби, которое остается неизменным на протяжении 40 лет. Любовь к своему народу, языку, родине. С первых строк. Шукри Апазов, крымско-татарский писатель. Это имя знают немногие, а вот его произведения пользуются популярностью. В 76-77 годы впервые напечатали мое произведение. После этого регулярно в газете «Ленин Байрағы» публиковались мои стихотворения. Сегодня делиться творчеством нелегко. Возраст, да и здоровье уже не то, скромно признается писатель. Всего у Шукри Апазова более 100 напечатанных стихотворений, и в каждом его душа. Свои чувства к земле предков, к родному языку, в целом ко всему народу я выражал в своих произведениях, так начал писать. Сегодня встретить Шукри Апазова на публике – большая редкость. Библиотека имени Гаспринского предоставила такую возможность ученикам Черноморского. Дети могли лично послушать мэтров крымско-татарской литературы, с чьим творчеством были знакомы только по учебникам. Мы даже показали району, насколько уникальный человек, писатель, поэт, живет с большой буквы, живет у них в районе. Показываем, популяризируем нашу историю. В первую очередь историю, нашу культуру, нашу литературу. Все как бы дополняем. И вот этим десантом, которым мы выезжаем, то есть охватываем все. Послушать стихотворения крымско-татарских писателей, ознакомиться с родной литературой теперь можно и в отдаленных уголках полуострова. Библиотека имени Гаспринского планирует сделать форум ежегодным. Лилия Виджата, Иван Евдокимов, телеканал Миллет.